Чувашские леса под надежной защитой. Только за последние 4 года парк техники подразделений, которые находятся в ведении Министерства природы, обновился на 40%. В рамках национального проекта «Экология» в республику поступают новые автомобили, трактора и мотовездеходы. Как лесничество готовится к летнему сезону, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Эта пожарная автоцистерна в Шумерлинское лесничество поступила только в этом году в рамках национального проекта. Преодолевать бездорожье про эту машину. Максимальная загрузка 6 тонн. Такого количества воды хватит примерно на час беспрерывного тушения огня. Оснащена насосом, извините, марку не знаю, емкостью под пенообразователь и естественно, под воду. Под воду 6 тонн воды, а пенобак литров 200. Новый автомобиль будет незаменим на пожарах высокого ранга опасности. Цистерна постоянно заполнена водой и всегда готова к выезду. Вот так выглядит кабина пожарной автоцистерны. Внутри, кроме водительского, еще 5 мест. Вообще, это отдельный огороженный отсек. Вот эти фиксаторы необходимы для безопасной транспортировки кислородных баллонов. В зоне Шумерлинского лесничества 2 муниципальных округа. Это порядка 100 тысяч гектаров. В последние годы пожарная обстановка здесь была спокойной. Лучше всего, чтобы у автомобилей всегда был минимальный пробег, говорят лесные огнеборцы. Если без пробега, значит, у нас пожаров нет. Мы последние десятилетия только допустили в прошлом году. Это на свалке целолигнинных химзавода заброшенная свалка. Это не покрытая лесом площадь. Возгорание было на площади 0,23 гектара. Мы это своевременно потушили. За последние годы лесничества республики были оснащены более чем 60 автомобилями и тракторами. Также на территории Алатырского лесничества поступит еще одна техника. Это трактор, колесный трактор. И еще предполагается закупка 2 мотовездеходов. Они пойдут в Бресинское Чебоксарское лесничество. В зоне особого риска остаются заволжские леса. Несмотря на действующие запреты, любители пикников разжигают костры. Если не помогают уговоры, инспекторы и сотрудники полиции готовы штрафовать нарушителей. Наверное, вы знаете, что сейчас у нас штрафы повысились, то что за разжигание костра 40 тысяч человек должен заплатить. То есть вот все его удовольствие. Профилактика у нас очень сильная. У нас очень много инспектора работают, и мы размещаем в СМИ, много мы в новостях, везде пишем, что, пожалуйста, не разжигайте костры. У нас уже особый противопожарный режим начался, поэтому... если люди не понимают, наверное, нужно их наказывать. Обновление автопарка в лесничествах республики продолжится. Все для того, чтобы не допустить крупных пожаров, как это было летом 2010 года. Дмитрий Ковалев и Сергей Емельянов. Республика. Между тем, в Министерстве природных ресурсов и экологии объявили о запуске конкурса среди школьных лесничеств. Лучшие фотографии, рисунки и стихи используют для соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.